Сейчас мы собрались, чтобы еще раз, очередной раз высказать свое возмущение. И, пожалуйста, вот каждый из нас хочет выступить. Наши российские генералы в 1994 году нам дали 24 часа покинуть город. Мы сделали одну ошибку, что мы не поехали сразу в Москву и не сели у Кремля. Вот тогда бы мы были обеспечены. 24 года мы сидим бездомные вот в этой Ингушетии. Вот это, мне 72 года, когда я добьюсь? Я с 60-го года живу в Грозном. Мой дом занял чиновник, которого Кадыров потом вышвырнул, но связи у него, видимо, остались, и он никак мне не отдает мой дом. Я бездомная, а он, видишь ли, он живет в Москве и еще занял мой дом. Уже 41 лет тоже квартиру живу. У меня муж с пригородного района, 5 детей, я без мужа, в городке живу. Оттуда сейчас вышел, я на улице останусь. Живу на съемной квартире по адресу Базоркина, 44, квартира 30. У меня дети, которых я не могу отдать в садик, потому что везде у нас просят деньги. Куда не пойдешь. Я много раз обращалась за помощью, но никто мне не помог. Говорят, родственники есть из бедных семей. Мама моя инвалид 2-й группы, брат болен туберкулезом. Они живут в аварийном щитовом домике. Куда бы ни обращалась, везде игнорируют. Просила помощь хотя бы ради детей, потому что когда не отдаешь за квартплату, выселяют. Да. Людям не интересно, у тебя есть они, у тебя их нету. А с нашей зарплаты муж зарабатывает, работает, и все уходит на квартплату. Когда не бывает возможности, нас выставляют с детьми. Куда бы ни обращалась, везде говорят, обратись к Кадырову. Ты замужем за чеченцем. Обращалась, сколько раз писала, ездила в Грозный. Но нигде ничего не делают, не помогают. Я очень прошу, если есть такая возможность, протяните руку помощи не только мне, а нуждающимся людям. Ведь это все временно. Никто не знает, что его ждет завтра. Просто очень прошу, вот, протяните руку помощи нуждающимся людям. Очень много таких. Помогите нам. Помогите нам. Откройте глаза, увидьте, где есть действительно нуждающие. Не дарите там машины, квартиры певицам русским, которые приезжают к нам, которых по ресторанам развозят. Нельзя же так. Вот, Асма, вы правильно заметили. И вот девушка тоже. Дают артистам такие хорошие гонорары за их выступления, за то, что они приезжают в Чечню. Конечно, популярность их растет. Но простите, но для меня лично это как пир во время чумы. Вы понимаете? Вот как пир во время чумы. Когда рядом горе, когда люди рядом плачут, да, но я не знаю, как у них поворачиваются эти руки, отдавать им эти гонорары. Могли бы эти артисты, в конце концов, благотворительностью бесплатно заняться. Теперь, значит, я бы хотела еще раз, как бы резюмируя от вас, да, сказать еще раз руководителям региональным. В первую очередь Юнусбеку Балагиреевичу Евкурову, я озвучиваю ваши, так сказать, слова, которые не раз слышу, и, конечно же, Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Почему? И Кадырову, я считаю, даже к нему нужно было в первую очередь. Когда вот мы были в администрации президента Республики Российской Федерации, в администрации президента Российской Федерации нас спросили, а что говорит по этому вопросу, какая точка зрения у Кадырова Рамзана, я добавляю Ахмадовича, хотя было сказано у Кадырова Рамзана, какая точка зрения по этому поводу Рамзана Ахмадовича. Я ответила, я не могу знать, какая точка зрения у него по этому вопросу, и беженцы точно так же ответили. Единственное, нам кажется странным, мы вообще-то жители города Грозного. У нас у всех было жилье, у нас были работы, у нас были близкие, которые погибли. Мы истрадавшиеся, измученные, больные, лишенные работы, нормального образа жизни, бывшие граждане республики Чечено-Ингушетии, Чеченской республики, на тот период она была Ичкерия, жители города Грозного. Фактически наше жилье там, и восстанавливать его должны были, вот как я понимаю, естественно, Чеченская республика. Я не знаю, почему сегодня это не происходит.
Не знаю, что на этот вопрос вам ответить, вы обратитесь сами к Рамзану Ахмадовичу. Мои дети сегодня бездомные. Почему? Почему так неравномерно распределялись деньги? Почему в Осетии вы давали деньги до полного жилищного строительства, они получили даже некоторые по 10 миллионов в рублях? Почему в Чечне вы давали по 300 тысяч, плюс по 50 за потерю имущества? И почему в Ингушетии всего 120 тысяч они давали на всю семью? Пусть там 10 человек, пусть там 2 человека. Причем за имущество давали всего по 4, а иногда и по 5 тысяч. Мы выживали и продолжаем выживать. Пожалуйста, обратите внимание на этот факт. Мы живые люди, такие же, как и вы, и хотим жить нормально. У многих перевернулось все. Все буквально. Потеряны близкие, потерянные дома. И говорят, что разрешили вашу проблему. Да извините, пожалуйста, с чем это можно сравнить? Мою квартиру, которая стояла напротив 9-й горбольницы, или участок возле Ассы в селении Бердюрт. Недавно я была свидетелем, как показывают Лейлу Рабханову. Как она отчаянно доказывает, что земли не ингушские, а чеченские. Вот бы мне хотелось ее в лице заместителя министра Миннаца, чтобы она вот так же отчаянно защищала права беженцев, которые оставили у многих до сих пор целые дома и квартиры, понимала несправедливость после дефолта, что мне дают компенсацию, которая буквально несколько год назад могла решить другие проблемы, а сегодня она у меня ничего, что это просто мусор. Сил не хватает. Так у миграционной службы не было даже бланка, чтобы дать мне удостоверение. Настолько были беззащитны и беспомощны беженцы Чеченской Республики у себя, там, где каждый чиновник ингуш. Нашей инициативой гражданами, которые пострадали от военных действий. Мы получили очередной отказ, отписку, скажем так, с мэрии города Назрань на заданные вопросы по поводу построенных квартир, кому они выделяются, кто является собственниками, по какой программе они построены, сколько их осталось, будут ли они выданы вот нам, оставшимся бездомным вынужденным переселенцам. Почему вот именно продление статуса необходимо для того, чтобы мы получили эти квартиры. Ни на один из поставленных вопросов, к сожалению, ответ не получен. Вот 17 января 2019 года получен очередной ответ от мэрии города Назрань, на баланс, который передан городок юбилейный, построенный для вынужденных переселенцев. Вот, и нам, значит, рекомендует, обращайтесь в Министерство по делам национальности Республики Ингушетия по всем поставленным вопросам. Нас не беспокойте, отвечают они. Лично я уже наше официальное телевидение местно не смотрю уже много месяцев. Вот, потому что оттуда нет ни капли правды. Эти чиновники. Они живут своими кастами, своим оторванным от общества мирком, своими заботами. Брюхо и злато. Деньги и желудок. Мягкие кресла под свои чересла, дорогие иномарки, виллы и так далее. Но живите, если вы можете заработать это честным потом, живите как хотите, мы вам не завидуем. Я обращаюсь к представителям верховной власти Российской Федерации. Положите этому конец, этой войне чиновников против собственного народа. Сказали подойти 28 февраля 2017 года. Мы подходим на тот момент, и нам говорят, вас убрали из льготного списка, вас вернули назад обратно. На 300 какая-то она очередь. Когда уже выдавать надо было, когда она обратилась к президенту Евкурову, лично сама она, с ребенком на руках, с больным инвалидным ребенком, он ей сказал, где твой муж, где твои родственники мужа, где твои родственники Зауровы. Он даже не сказал элементарно, дай Аллах ему здоровья этому ребенку. Таких, как вы, у меня много. Я вам помочь ничем не могу. Ждите своей очереди. После этого статус, когда пришлось продлевать, ей его не продлили, этот статус.
До сих пор она по судам бегает. В судах везде отвечают. Нам президент издал указ не продлевать статус. Беженцам не продлевать статус. Я не знаю, почему постоянно наша нация должна, наш народ должен как нищий выпрашивать. Я, например, вышла с Грозного 11 декабря 1994 года. 11 детей со мной было. Мы с мужем были. Ничего у нас в руках не было, я все там оставила. Домовладение у меня там осталось. Имущество мое все осталось. У меня 8 учеников только было, остальные были, самые младшие 4 года было. Почему я как нищая женщина должна выпрашивать свое у этого государства? У нас в этом государстве ни одного закона, не работает ни один закон. Если бы работал бы, в течение 5 лет нам отдали бы эти деньги, благоустроили бы нас. Мой муж 50 с лишним лет проработал в культуре. И умер в 2006 году, он взывал к Всевышнему, говорил, не дай Бог, говорит, если я умру и меня вынесут с чужого дома. Так его и вынесли с этого дома. Мы не думали, что мы по чужим домам будем скитаться. Я говорю, ну, я надеюсь, что Татьяна Николаевна наш помощник, но передайте ей, сказала я так. Раз так себя ведут правительство Российской Федерации, мы уже это понимаем, абсолютное, значит, игнорирование нас. Нам ничего не остается, мы бездомные, что мы приедем к правительству, вот поставим палаточный городок и пригласим туда Татьяну Николаевну тоже. Надеемся на ее поддержку. Вот так ей и передайте. Вот что я сказала. Кто, значит, за это? Проголосуйте, пожалуйста, за то, чтобы выехать в правительство. Давайте, чтобы мы могли занести протокол собрания. Так, кто голосует, кто за, кто, как говорится, кто против, чтобы вы знали. Да. И я бы хотел обратиться ко всем общественным силам ингушской национальности, ну, Республики Ингушетии, в том числе к Совету тейпов ингушей, к созданному и уже работающему во благо своего народа Всемирному конгрессу ингушской национальности, ко всем общественным силам, объединениям, чтобы они нас поддержали, чтобы они свои программы рабочие в качестве приоритетного внесли вопрос о страданиях и о возмещении ущерба и о справедливых требованиях беженцев ингушской национальности, откуда бы они ни были, или из Грозного, или из пригородного района. И вот этот вопрос наш ЖВ-3000 вопрос, чтобы они тоже включили в качестве приоритетного в свои программы. Давайте проголосуем, кто за то, чтобы вот обратиться к другим общественным объединениям, нашим широким фронтом, российским и международным. Да, в том числе. В том числе. Кто за? Да, тоже вносим протокол собрания. Проголосовали, вот мы 3 вопроса, да?